Всем доброе утро. Начинаем новый день, наш третий день пребывания в санатории. И сегодня у нас наконец-то начнутся процедуры. Сейчас пойдем на завтрак. С 8 до 9 завтрак. В 9 начинается процедура у Кати. В 10 начинается у меня. Ох, как мы долго этого ждали. Обязательно обо всем расскажем. Постараемся что-то снять. Смотрите, будет интересно. Всем хорошего дня. Это наш скромный завтрак. И вот как после такого не набрать еще немножечко килограммов? Да, Катя? Чтобы не было, да. Еще и сгущеночку Катя принесла, чтобы мы с замечательными оладушками, блинчиками поели немножечко сгущеночки. Что у тебя там, груша? Прям в каше, Нет, да? яблочко. А, Да. яблочко? Каша. Каша с яблочком. Супер. Ну, всем приятного аппетита. Сходили мы, позавтракали. Катя уже пошла на первую процедуру. Там что-то, где нужно дышать солью в соляной комнате. А я пока до 10 часов свободен еще. Там, полчасика, минут 40. У меня все начинается с углекислых ванн. Потом будут жемчужные ванны. Дальше будут грязевые аппликации. Вот. И еще коктейльчик у меня на сегодня какой-то фито. Это мы с Катей пойдем. Скорее всего, оттуда уже я точно что-то сниму. Что-то покажу. Пока не знаю там по поводу углекислых ванн и грязи терапии. Вот. Прекрасная опять погода. Сегодня немножко попрохладнее. Вчера прям солнце было, но сегодня солнца пока нет. Может, еще будет. Ну, осадков тоже никаких нет. Сейчас иду в сторону домика нашего коттеджа. Вот такая вот прекрасная дорога, скамеечки. Здесь вот водичка. На фоне гор все. Прям вообще очень доволен пребыванием здесь. Дышится хорошо, дышится легко. Ох. Ну, завтрак нужно как-то переваривать, поэтому решил немножко прогуляться, потому что мало ли там какие процедуры, чего, чтобы не было тяжести. Вот. Вот такие дела. Вот так мы оздоравливаемся, вот так мы отдыхаем. Ну что, мы пришли в фито-бар и в баре заказали фито-чай. Сейчас, секунду. Оп. Давайте еще раз на камеру, чтобы... Оп. Наш фито-чай. Будем его немножко употреблять. Прям вкусненько. Прям чаечек. Я почему-то думал, что это такое белое, склизкое. Да, я тоже так думала. А это прям не белое После операции первая, да? и не склизкое. Как тут показать вам? Вот. Это прям чаечек, да. Я после грязевых ванн. Расскажи про грязевые ванны. Когда туда приходится, там уже ванна в грязи. Нельзя мазать грязью сердце и шею. Поэтому ванна у вас наполнена не полностью, а наполнена там где-то по животику. Вот. Туда ложишься, обмазываешься, потом тебя накрывают крышечкой, как гроб, и
дырка, откуда у тебя голова. Вылезает, она большая, и ее прикрывает такой Большая голова. пленочкой. Дырка большая. А, я думаю, голова большая, ее пленочкой прикрывает. Нет, пленочка прикрывает пустое пространство, чтобы туда тебе не задувало холодный воздух. Грязь, естественно, тепленькая, и она сама-то разогревает. Вот, она еще и теплая, и там вообще-то очень-очень даже можно уснуть. Но я пока что не уснула. Для меня ванна была слишком длинная, и я постоянно соскальзывала. Но это Несмотря на твои длинные ноги, все равно она оказалась... Да. Ванна оказалась длиннее. Да. Меня победила ванна. А как тебе твоя ванна? Если ее можно так назвать. Интересно. В следующий раз я ее подсниму, потому что, в принципе, там все можно. Как она называется? Она называется углекислотная или углекислая сухая ванна. Просто садишься, тебя обдувает со всех сторон. Тоже все накрыто, только голова торчит. Ну, интересно, интересно. Следующее у меня будет магнитная какая-то штука. Меня будет примагничивать. Нет, это не так. Дальше жемчужная ванна и обед. Вот. Не забываем встретиться на обеде и хорошо покушать. Кстати, после грязевых ванн нельзя 2 часа никакие водные процедуры, прикинь. То есть в бассейн сразу идти нельзя. Не ходи. Не буду. Такие кролики у нас тут живут красивые. Пойдем дальше продолжать лечиться. Пришел на ванны, а у них закончилась валерьянка. Мне переписали сейчас ванны на ванны с розмарином. Сейчас назначат время в диспетчерской. И посмотрим, куда чего. А еще я бассейн, в который я не очень хочу ходить, переписал на душ широко и массаж ног. Вот. Немножко скорректировалось все. Возвращаемся в лечебно-диагностический комплекс. Через час-полтора уже будет обед. Ребята уже все прошли. Где-то гуляют в лесах. Я сходил на гидромассаж. Это просто такой кайф, такое удовольствие. Сейчас пойду до нашего домика. Котёс уже освободилась. Там лежит, отдыхает, читает. Оставлю одежду, лишние вещи, которые мне не потребуются. И пойду на обед. А после обеда у меня массаж ног и аппликации из грязи. Будут мне на спину накладывать. Ох. Прям чувствуется, что отдых полезный.
покажу территорию. Вот там у нас енотики. Они сейчас спят. Наш лес шикарный, сосновый. Очень хорошо все сделано. Дорожки, тропинки. Все очень красиво, нигде никакого мусора. Ничего нет облезлого. Все новое. Сейчас лежал в ванне. Она прям современная. Все светится. Везде какие-то сопла вот этих вот водопушек. Бьет прям очень хорошо. Промяло, села шикарно. Единственное, что может быть какую-то надевать шапочку. Потому что немножко концы волос намокли. Ну ничего страшного. На улице потеплело. Уже не так холодно, как утром. Но не так тепло, как вчера было. Вчера прям было хорошо. И солнышко светило. Сейчас пока небо такое сероватое. Ну ладно, хоть без дождей, потому что вообще изначально, когда там все это мы смотрели на период там конец октября, начало ноября, в Башкирии, в этих местах должны были быть снега, дожди, что-то такое. Целыми днями чисто питерская вот эта вот погода. Нас, в принципе, она не пугала, но хотелось как раз чего-то такого, как вот сейчас у нас. То есть, чтобы без дождя, без снега, сухо, приятно. Вот. Ну, опять наша вот эта дорожка. Ее в 24 году отремонтировали. Раньше здесь теплотрасса проходила очень низко. И приходилось прям чуть пригибаться. Ну, по фотографиям там висят в главном здании фотографии. А сейчас они вот подняли, во-первых, и асфальт положили, чтобы было приятно идти. Ну, ходить по такому лесу, дышать таким воздухом очень приятно. Никаких газов, никаких, не знаю, там от заводов, от чего-то. Ближайшие крупные города находятся там в 200-300 километрах отсюда. Рядом маленькие поселочки, колхозы и так далее. Все очень, очень чисто. Рядом озера, реки, горы. Ну, я думаю, что эту гору мы уже не раз видели. Я уже здесь хожу. И каждый день буду ходить. На территории везде есть маленькие беседочки. Я так предполагаю, на случай, если пошел дождь, но хочется побыть на улице, на природе, а не сидеть где-то в помещениях, в номерах. Такие достаточно уютные, в таком башкирском, мне кажется, стиле. Хотя, может, и не башкирский это стиль, не знаю. Лавочки, столики, можно посидеть, покушать. Вот такие скамеечки стоят вдоль озера. То есть вышел, смотришь на гладь, на горы, наслаждаешься, дышишь воздухом сосновым, полезным. Кстати, вот это вот все, прогулки, то, что дышим воздухом, это тоже один из методов здесь лечения. Называется климатотерапия. Или, как Никита Константинович говорит, климатотерапия. Ну, не знаю, как правильно. Не уточняли.
Ну вот там прям прописано в плане на день, что вот эта вот климатотерапия обязательно. Один из маршрутов выбираем и по нему проходим, чтобы оздоравливаться. Мы пропустили в субботу фитобар. У меня там 2 напитка, настой овса и еще что-то. Поэтому на сегодня, скорее всего, мы еще раз поднимемся в фитобар и что-то вот это вот второе отведаем. Ну, настой овса прям зашел. Я прям думал, что это будет какая-то вот эта вот овсяная жижа. Такая склизкая, немножко беловатая. Ну, как от каши. Когда я ее не доварил еще там вот плавает вот это вот все. А нет, это как чай. Очень интересно. Ну, посмотрим, что будет второе тоже. Фитобар я уж точно подсниму. Там тоже есть прикидки, какие процедуры еще можно подснять, на которых я сегодня был, с которых я пришел. Вот. Так что так. Ну все, уже вот подходим к нашим домикам. Наши коттеджи срубовые. Очень даже красивые. Очень нравится и жить здесь, и гулять здесь, и питаться здесь. Просто неимоверно. Какое удовольствие. Сейчас переоденусь немножко. Там развешу вещи мокрые и пойду на обед. Все, захожу в домик. С вами тут свободно? Нет, здесь 2 занятых. Ну тогда мы с этой стороны сядем. Здесь свободно? Здесь, да, отлично. Что, ты готова? Ну, смотреть кино. Куда хочешь сесть? Зачем мы здесь? Живем или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
если меня за эту музыку не забанят. А то я поснял дискотеку. Да-да-да. Это же YouTube, они же любят такое. Сходили на фильмец, в кинотеатр. Хороший понедельник, насыщенный. Я уже даже не помню, что сегодня понедельник. Да. Сегодня первый день процедур. Сегодня первый день максимальной загрузки. Первый день, когда не удалось поспать днем. Ну, кроме как на процедурах. Я поспала Да. отлично днем. На магнитике поспали. Да. Поспали на грязи. В грязи. Ну, кто-то а кто-то под. Мы, допустим, с Никитой были под грязью. И ничего, хорошо. Согревает. Да. На магнитотерапии, по-моему, спали все. Да, но там как будто бы благоволит. Мне кажется, там кто-то даже сопел. Может быть, это была жуть. Короче, первый раз я чуть приснился и испугался. Короче, тогда побрали. Хорошо. Тихо. Спокойно. Ночь. Пойдем сейчас немножко прогуляемся и спать. А завтра опять с утра на завтрак к 8 и процедуры. У кого-то прям в 9, у кого-то в 10. Ну что, подведем итоги дня. Это был первый день лечения, первый день максимальной активности. Нам все понравилось. Опять же таки, еда была хорошая. Кто о чём? Лечение как тебе? Да, нормально. Ну, как бы-то так спокойненько. Ну, единственное, что на УФО у тебя Да. На всякие была процедуры какая-то в один странная- кабинет, да, опоздали. Причем не мы, Да. а медсестра. Ну так в целом все ничего. процедуры очень хорошо. Я поменял Да. бассейн на гидромассаж, что очень даже хорошо, чему я очень рад. А Катя себе поменяла ЛФК для стариков на ЛФК не для стариков Для молодых. и сильных. Да. Вот. Всем хорошего вечера, всем доброй ночи. Спасибо, что посмотрели эту серию про наш третий день. Завтра будет новый день и новая серия. Да. А мы пошли Новые смотреть эмоции, звезды. да. А мы пойдем смотреть на звезды, пить кумыс Ау, да. и ложиться спать. Все, всем пока. Пока-пока.